Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Прекрасный Стерх вновь в Якутске. 31 мая в Театре оперы и балета состоялось открытие 11-го фестиваля классического балета «Стерх», долгожданное событие для ценителей высокого искусства. О том, чем фестиваль отличается от своих предшественников и как повлияет на развитие театра, мы сегодня и поговорим с гостями нашей студии. Владислав Валерьевич, Ольга Ивановна, добрый вечер. Ольга Ивановна, приветствую вновь в Якутске. Добрый вечер. Владислав Валерьевич, давайте начнем сначала с вас. Фестиваль возобновился после пятилетнего, не ошибаюсь, если перерыва. Почему решили вновь провести в этом году и чем все это время жил якутский балет? Действительно, у нас очень насыщенный сезон, нынче 53-й сезон. Мы провели фестиваль оперного искусства, выезжали на большие гастроли, Казахстан, Кыргызстан. Но мы решили обязательно провести фестиваль балета, поскольку зритель очень соскучился. И мы сейчас ощущаем это. У нас прошло 2 показа, и отзывы, которые поступают, и пресса, которая поступает, конечно, очень вдохновляет нас. И мы, конечно, очень рады, что можем в таком большом масштабе, на таком высоком уровне представить гостей нашего фестиваля и нашу балетную труппу. Насколько я понимаю, все эти 5 лет, пока фестиваль не проводился, труппа без дела не сидела и готовилась, развивалась, училась. Да, но у нас тоже были определенные сложности. К нам вернулись балеты Григоровича в прошлом году. И, конечно, во многом благодаря этому мы смогли провести фестиваль, включив известнейшие, знаменитые и очень любимые якутянами балеты «Лебединое озеро», «Спартак», которые были поставлены Юрием Григоровичем на нашей сцене. И сейчас они тоже в рамках фестиваля «Стерх» тоже показываются. Да. Как реагируют? Конечно же, реагируют на наших приглашенных гостей и также на наших солистов, которые исполняют тоже главные партии. Это очень дорого стоит. Это, конечно же, большой стимул для наших артистов, для тех, кто к нам приехал. Мы очень рады, что у нас 17 гостей, 15 из них солисты балета, и в том числе мы очень рады нашим профессорам, которые приехали к нам как почетные гости нашего фестиваля. Ольга Ивановна, вы, собственно, в этом самом списке почетных гостей фестиваля. Вы в Якутске не впервые, насколько я знаю. Как изменился фестиваль в целом, как балет Якутии изменился за столько лет? Я была довольно давно. Я увидела другой театр, потому что за эти годы ваше замечательное молодое хореографическое училище, балетная школа, выпустила целую большущую армию артистов высокопрофессиональных, выученных великолепно по петербургской школе, по ленинградской. И, собственно, это и другой балет, потому что, когда я здесь бывала, кардебалет был самым уязвимым местом. Еще женский-то кардебалет набирали, но с мужским была просто катастрофа. Когда я делала «Дон Кихот», то у меня было 4 солиста, ведущих, и они танцевали все кардебалетные партии, только успевали переодеваться. Не было мужского кардебалета. Сейчас вот в Бейдерке вышли такие великолепные мужчины в разных танцах, и в характерных, и в классических, и в пантомимах. То есть, а у женских я не говорю. В Бейдерке был, там очень сложный кардебалет. Это знаменитая картина «Тени». Это чистый акт классического, лучшего классического танца. Они станцевали идеально. Я этого не ожидала. То есть даже вот на лучших сценах столичных какая-нибудь помарочка всегда бывает, потому что там очень трудно стоять на одной ноге целый такт с поднятой ногой, на другой ноге с поднятой. Ни одна не шелохнулась. Я просто обалдела, честно вам скажу. Это просто чудо. И это чудо сделала школа и ваши замечательные репетиторы, которые все это готовили. В общем, если ставить оценку, какую оценку? 5 с плюсом. 5 с плюсом? Да, 5 с Ольга Ивановна, вы сказали, что есть школы петербургские, есть школы московские, насколько я понимаю. Нет, сейчас уже разницы нет. Когда-то, в стародавние времена, считалось, что петербургская школа – это более чистый такой, благородный, аристократический стиль, тонкость деталей, тонкость проработки всего. А Москва разухабистая такая, но зато более выразительная, более такая открытая, демократичная. Питер – аристократия, Москва – демос. Вот. Сейчас этого отличия нет. Во-первых, всех лучших балетных артистов Петербурга всех перетащила Москва. Всех. И педагогов великолепных, большой театр, всех перетащили. Вот они уже сколько лет работают. Это после войны все было. После войны всех перетащили. Да и до войны кое-кто еще. Елизавета Павловна Герд, педагог Плесецкой и Максимовой, 2 великих балерин. Она петербургская балерина, ее перетащили еще до войны. Вот. И поэтому школа сейчас, вот они только что гастролировали у нас в Петербурге, Большой театр.
Я не увидела разницы. Они прекрасно танцуют. А можно ли сказать, что у республики есть своя собственная якутская школа балета? Нет, это школа общая российская. Потому что в основе, конечно, петербургская культура. И поскольку многие ваши педагоги... Кстати, в чем еще разница? Мои солисты, которые у меня танцевали, сейчас они все начальники. Они руководят театрами, школой, они педагоги, они репетиторы, то есть они уже в другом статусе. Уже звания у них у всех там народные и прочее. Вот. Так что разница, школа, все равно, они многие учились или в Москве, либо в Ленинграде. Школа наша, она общая, я бы сказала, даже европейская. Сейчас вся Европа и Америка, в общем-то, заимствуют школу Вагановой. Это школа Вагановой, Агриппины Яковлевны. И все базируются на этой замечательной методике, потому что она основана на координации всего тела. Танцуют не только ноги, а тело деревянное, как было раньше на Западе, а танцует все тело, включая глаза. Ольга Ивановна, давайте немножко похвастаемся тогда. Кого из тех самых начальников вы выпустили? Ну, Дима Дмитриев, Дмитрий Дмитриев, Дарья Дмитриева. Но я их не выпустила, просто они танцевали. Они танцевали у вас, да? Гуля Дулова была Оксана Абрамова, была Ира Пудова, Мясоедов Игорь. Я вот сейчас уже давно, так, это же 30 лет назад слишком было, я уже фамилию забыла. Вот они теперь все педагоги, репетиторы, либо в театре, либо в школе. Они мастера. Ну, Но в общем, выросли они в определенном смысле и на том, что я с ними работала. Мне это приятно. Кузня балетных похвалю кадров, себя. да? А хвалить себя всегда нужно. Владислав Валерьевич, уже кратко рассказали про программу, но мы же будем и свои примеры ставить. Допустим, «Сияющий камень» у нас. Что это за прекрасный балет и почему есть приставка «этно»? Да, мы очень рады, что можем представить премьеру в рамках фестиваля. Вообще это у нас впервые на фестивале. Этот балет мы показали только пока что в Астане и Бишкеке. И сейчас представим зрителям гала-концерты в первом отделении. Это новое направление. Екатерина Лаврентьевна вот сама эту идею развивала, и нашими творческими силами мы смогли вот создать действительно новый совершенно спектакль с новой музыкой, специально написанной для этого балета, и с новой стилистикой. Здесь отличие музыки в том, что здесь симфонический оркестр театра играет. Помимо этого есть еще национальные инструменты. Хамус, крымпа, и поэтому появляется очень интересный синтез, который интересно представить в движении. И Екатерина Лаврентьевна тоже постаралась, и очень сложный технически получился балет, вместе с тем интересный. Он отличается, конечно, от классического, есть элементы классического. Мы очень рады, что вот наши эксперты, наши почетные гости тоже его увидят и скажут нам свою оценку, свою, вот, скажем, какие-то пожелания, может быть, в каком направлении нам стоит работать, поскольку, конечно, вот формирование национального репертуара — это очень важная задача, стоит перед нашим театром. Мы каждый год должны выпускать как минимум один спектакль именно по национальному репертуару, в том числе формирование нового репертуара. А не страшно миксовать вот классику балета и национальную составляющую? Это же вещи как Всегда будто... есть риск, всегда мы волнуемся, и в том числе, как воспримет зритель, поскольку нужно соответствовать национальной идентичности. Но мы видим, что артистам самим это интересно, они в это погрузились. У нас приглашенные художники на этом балете. Также у нас отдельно сделаны технические спецэффекты интересные. Это не светодиодный экран, это что-то такое вот новое, поэтому, конечно, такой микс, мы надеемся, тоже будет востребован и встречен тепло нашим зрителям. Ольга Ивановна, с точки Можно я разовью зрения эту мысль? критика, вот хочу Да, вот спросить. это чистой классики уже давно нет. Классический танец давно впитал в себя. И национальный, да вот тот же Дон Кихот. Это же все в испанском колоризе. А ногами классика. Модерн танец, он тоже вошел уже в состав, элементы отдельные в состав театрального танца. Это микс. Каждый балетмейстер этот микс осуществляет по-своему. И от его вкуса, от его культуры, от его художественного чутья зависит, насколько это будет интересно, оригинально и художественно. Так вот, национальная тема – это сложная вообще проблема. Тут сюжет, в общем, наверное, какой-то национальный, герои, а лексика не может быть этнографической в чистом виде. Это кому это надо? Это же обработка театральная, она обязательно присутствует. И я очень жду этого спектакля, потому что Катерина Лаврентьева, почему что она была Вдруг, студенткой, да. я видела ее балеты, она привозили в Питер про Дягилева. Это был модерн, это было очень интересно сделано. То есть она человек талантливый, мыслящий современно.
она ведет театр уже на уровне 21 века. От архаики она ушла, и тем ценнее то, что сохраняется классика. Вот Баядерка – это самая такая знаменитая классика. Балеты Григоровича – это уже классика советского времени, и, в общем-то, и нынешние, они не стареют. И вот то, что на фоне этой классики будет современное прочтение этнографической темы, это очень интересно и перспективно. Ну, с точки зрения критика, это вот перспективная идея, насколько Абсолютно. я понимаю. А есть ли у нас в России уже такие яркие примеры, когда национальный колорит смешивается? Все-таки я как человек, Нет, так скажем... сколько угодно. Балет 30-е годы, балет Лауренсия. Испания на основе классики. Гаене. Армянский колорит на основе классики. Вот это вот меня интересовало. Нет, так таких много балетов. То есть «Каменный цветок», ну там русский колорит. И тоже это Григорович делал. Он умеет сплавлять классику с народным, национальным каким-то колоритом. Это все зависит от таланта постановщика. Как он это сделал. А вот у нас теперь сияющий камень. Там был каменный цветок, у нас теперь здесь сияющий Вот камень. интересно, как он будет сиять. да? Ольга Ивановна, наверное, спрошу еще с точки зрения обывателя, а нет такого ощущения, что балет не для всех? Нет, балет, конечно, искусство элитарное, конечно. Во-первых, когда человек приходит в театр, он должен уметь слышать музыку. Если он не восприимчив к музыке, как правило, классической, ему будет дурно. Ему будет это мешать, его будет это раздражать, если он не воспитан музыкально. Он должен воспринимать то, что это условность, что это театральное зрелище, что это условный классический танец, это самый условный язык искусства, это классический танец. Он не имеет ничего общего ни с какими жизненными реалиями. И он должен уметь слышать музыку, читать хореографию, соединять их мысленно и воспринимать их в синтезе. Это требует культуры. Вот поэтому балет надо водить детей с детства. Вот вы спрашивали, как я там в балет, да, меня Да, до вот. этого. Так в детстве увидела. В раннем детстве родители, в Нижнем Новгороде это было. Я думаю, не самого высокого качества тогда было бы. Это было в 50-е годы. Ну и тем не менее двери театра все равно Я открыты увидела для всех. балет, я сказала, только это. Я увидела Бахчисарайский фонтан и Лебединое озеро. Только это. И я угадала свой жизненный путь. Это очень ценно, очень важно. Может быть, самое главное в жизни – это найти свой путь. Чем раньше, тем лучше. Потому что я знаю, что многие молодые люди вот мучаются, они не знают, чем им заняться. Тогда спрошу у вас обоих, как у представителей этой прекрасной сферы, как привлекать молодежь в балет в целом, и как зрителей, и Вы как знаете, я количество? считаю, во-первых, надо проводить лектории. Надо, чтобы телевидение устраивало почаще встречи с артистами, с постановщиками, с руководителями театра, чтобы рассказывали о том, чем сегодня живет театр, какие примеры, в чем интерес этих. Люди, знающие спектакли, есть. Вот Лира Габышева, Лира Львовна Габышева, она блестящий знаток. Она может о любом балете как-то... То есть надо пропагандировать и популяризировать. Вот я читаю лекции в городе. И в Мариинском театре, и в Михайловском театре, и в библиотеке центральной, и в библиотеке для молодежи Маяковского. Они популяризируют балет. Это надо делать, надо привлекать театр. Перед спектаклем неплохо небольшое вступительное слово, чтобы немножко объяснить, что они сейчас увидят. Вот сейчас в Питере практикуется новое такое направление. Театральный час. Приходят школьники днем, мальчишки в основном даже, которые вообще балет не любят, не воспринимают. И им показывают фрагменты из опер и балетов, из оркестровых инструментов и объясняют, что такое это. Вначале, вот я сидела в ложе, они вот так вот сидели. Ну, боже, что сейчас будет? И что вы думаете? В конце они сидели вот так. Вот так. То есть главное заинтересовать. Да, потому что очень хороший ведущий наш, замечательный танцовщик и балетмейстер Юрий Смекалов. Он блестяще это ведет. У него двое, что ли, детей своих, он знает, как с ними надо разговаривать. И он нашел вот этот тон, который нужен детям. Просто, понятно, коротко рассказать о том, что они сейчас увидят. Вот это очень ценная вещь. Театральный час такой проводить для школьников. Во-первых, их водят за кулисами, показывают, как устроен театр, балетный зал, оркестр репетирует, хор. Это их очень притягивает, они открывают для себя этот мир. Они уже иначе относятся к театру, к искусству. Вот это очень важно. Мы в рамках Я фестиваля про это и как раз, хотел сказать, как раз таки вот очень благодарны нашим гостям, которые как раз таки проводят вместе с нами такую работу, выступает, вот Ольга Ивановна выступает перед спектаклями, помимо этого у нас еще лекции Ольга Сергеевна Сапанджа проводит за час до каждого спектакля, поэтому ну, вот любой желающий, даже тот, кто не знаком с искусством, балетом, может прийти, послушать и действительно погрузиться в этот мир. И вот это создает такую атмосферу, Да. на самом деле, атмосферу Да-да-да. фестиваля, Конечно. общения профессионального и любительского тоже общения, поскольку балет, он действительно расширяет кругозор, ну, как
наивысший вид искусства, расширяет кругозор и уровень культуры человека. Ну и получается, вот как в известной пословице, и хлеба и зрелищ, да, то есть ты и узнаешь о спектакле что-то, и потом уже напрямую его смотришь. А какие-то обсуждения после спектакля, дебат? Нет, по-моему, То есть нет. там зритель уже сам... Понимаете, во-первых, зрители стесняются. Они боятся сказать свою непрофессиональную, ну, глупость сказать боятся. Вот я сейчас читала лекции в училище, говорю, ребята, вопросы есть? Нет, сидят, боятся, стесняются. Так что это понять можно. Владислав Валерьевич, хочу спросить вот о чем. Первые дни фестиваля уже позади, вы отметили, что есть положительная реакция. Что еще можно отметить у зрителя? Ну, у зрителя, конечно, восторг, и мы очень рады тому, что нескончаемые аплодисменты, конечно, очень хорошо, очень тепло реагирует публика, и даже на сам сюжет, даже на то, что, ну, скажем, вот в течение актов происходит на сцене. И, конечно, у нас нет такого обсуждения со зрителем, но есть обсуждение профессиональное. Это тоже очень ценно. Допустим, вот Ольга Ивановна вышла на сцену после спектакля и поговорила с артистами и сказала им, что она увидела и что увидела в каждом. Это очень ценно, поскольку для наших артистов это такая вот благодатная пища для размышлений. Даже где-то пожурив, можно, ну, как бы сказать так, что это выглядит как комплимент, да? И действительно это, ну, стимул для наших артистов. И, конечно же, мы будем ждать и после балета «Спартака» оценки, и после гала-концерта. То есть Ольга Ивановна прямо на сцене проводите Да. разбор полетов Нет, с ну я группой? обычно всегда, когда бываю, ну, я много езжу, я всегда после, они ждут, что скажет критик, им интересно. Ну, всегда какие-то хорошие слова, ну, какие-то мелкие замечания, они всегда слушают, да. Мгм. А вообще вы жесткий критик? Нет, нет. Нет, когда я вижу халтуру, явную дребедень, то, конечно, я скажу, что это плохо. Но редко уж такую дрянь-то показывают. Все-таки люди стараются, люди же ищут как лучше, работают, надо уважать труд. Даже если что-то не получилось. Вложен большой труд, и интеллектуальный, и физический, и эмоциональный. Сколько работали артисты. И надо это уважать, и даже если получается не совсем то, что надо, то надо к этому относиться сдержанно, спокойно и по-деловому объяснить, что не получилось. Потому что, конечно, нюансов очень много, и просто сложно представить. Вот как артист прилетел, в этот же день Да, провел да. репетицию, Другое на время завтра совсем. показ, Да, совершенно да, с незнакомыми артистами, с которыми он никогда не выступал на одной сцене. Вот как это Да, можно да. вообще Ну, вы знаете, я скажу, исполнить? это очень Просто- интересно. Это экспромт. Это, они же привыкли одно и то же. Да, И вдруг ты в новой ситуации, Это другая стресс. мизансцена, другой партнер, другой кардебалет, другая обстановка. Это очень интересно. Это требует вот такой мгновенной реакции. Это очень ценно. Это свежо. Это причем опыт и для принимающей Это страны, и интересно, для конечно, гостей. Как так да. поработать Ну, такой конечно, необычный. репетируют накануне-то, готовятся. Бывает, что высылают заранее видео, чтобы, если другая редакция, как на «Лебединое озеро». У вас же идет Григорович, Григорович. а наши артисты танцуют традиционный балет А Пятипа в чем Ивана. разница тогда? Объясните людям, Разница, которые не знают у тонкостей балета. Григоровича вся концепция другая. Картина «Лебединая» такая же, там все то же самое. А вот «Черный лебедь» другой, другая вариация, другая мизансцена. Вот, финал другой, совсем другая хореография последнего белого лебединого акта. Это надо все выучить, потому что там надо же как-то, чтобы это сочеталось с кардебалетом. Владислав Вот. Валерьевич, а почему выбрали именно такой вариант «Лебединого озера» классики? Ну, потому что у нас постановка была изначально Григоровича, да. Да. И на самом деле несколько есть вариантов прочтения тех балетов, которые мы считаем классикой. Это тоже как бы расширяет наш кругозор. Да. Мы многое узнаем вот из лекций наших гостей, потому что есть и разные прочтения, есть разные постановки, и сам балет вот «Лебединое озеро», ему уже 150 будет, да, в Да, вы следующем знаете, году? «Лебединое озеро» здесь было, конечно, но театр, вот давно это было уже, он сориентировался на то, что лучшее есть у нас в стране, а лучшее это Григорович, это гениальный балетмейстер. Его редакции очень смелые, они в содружестве с художником Вирсаладзе, то есть это еще удивительное, гармоничное общий Сценическое образ решение. спектакля, да. И, конечно, хореография Григоровича, концептуальность его, они на высоком уровне. Ничего похожего тогда не было. И сейчас, в общем-то, нет. Поэтому его... А он сохранял, как все постановщики, лебединую бессмертную картину.
Вот это дуэт знаменитый, кардебалет, все. Это «Маленький лебедь», это все осталось. А все остальное он поставил сам. Да, дуэт Пятипа, «Черный лебедь», но все остальное это его постановка. Очень интересно. Слушайте, я даже не знал, что такие тонкости внутри каждого балетного спектакля. Конечно. Владислав Валерьевич, если говорить в целом, как подобные фестивали, мы с вами на эту тему уже общались, как подобные фестивали влияют и на сам театр, и в целом на развитие балета в регионе? Причем я говорю про всю республику, не только про столицу. Ну, конечно, для нас это стимул, для театра это стимул, это большая, ну, такая школа для наших солистов, поскольку вот 5 лет, кажется, как будто это, ну, недавно, а на самом деле для артиста балета это очень большой Да, срок, большой. очень Это большой. четверть срока. И трудового. за это время меняются исполнители. У нас, например, исполнители, ну, большая часть, они поменялись просто. Уже другие люди исполняют. А это, опять же, ну, вхождение в партию и большая подготовительная работа, которую невозможно вот за месяц сделать. Конечно, вот эти вот спектакли, которые мы сейчас показываем, мы их готовили, ну, больше года, когда у нас появилась такая возможность. Я так, насколько понимаю, вот этим фестивалем театр закрывает театральный сезон, так мощно, эффектно, с помпой. Чем будем выделять в следующем? Мы же выдали все карты. Да, у нас каждый год 4 новые постановки. И 4? Да. Ну, 2 оперных. 2 оперных, 3 2 оперных, балета. 1 балет. Балет ставить труднее, чем оперу. Оперы все написаны, только ставь. А балеты надо сочинять. Вот у нас как раз до конца года планируется новый балет совершенно, поскольку у нас год детства в Российской Федерации, и мы год семьи в Российской Федерации, год детства в Якутии, мы готовим детский балет «Алиса в стране чудес». Это инициатива тоже Екатерины Лаврентьевны. Совершенно новая музыка будет. Мы заказали музыку композитору российскому Мурсикаеву, с которым работали по Нюргенботеру. Заказали эту музыку, он ее готовит. И вот у нас будет новый балет, детский, двухактный, полноценный, хорошо. современный балет. А второй? А второй это уже будет опера. Мы готовим «Риголетто». Вау! «Риголетто» с приглашенными постановщиками на итальянском языке. У нас сейчас все к этому готовятся, учат итальянские партии. Солисты учат итальянские партии. да. Да вы что? Слушайте, действительно есть чем удивлять. А почему именно «Алиса в стране чудес»? Детский спектакль, и сам сюжет интересный. С одной стороны известный, с другой стороны тоже очень глубокий. И я думаю, что вот наш зритель будет в ожидании. Ну, потому что там есть чудеса, а детям надо чудеса. Просто я не удивился «Риголетто», я ее смотрела. Вот с «Алисой в стране чудес» не так часто по Кэролу ставят... Нет, есть балет Есть один балет? на Есть Западе, балет. очень такой мощно использовано видео. Ну вот Она теперь- там туда-сюда вообще. Там такие интересные вещи происходят. Теперь и нам есть чем ответить из Запада, в том числе даже в балете, в том числе. Вот Ольга, извините, да, еще хочу дополнить по поводу отличия этого фестиваля. Я сообразила. Всего 3 спектакля, и представлены 3 очень крупных труппы. Мариинский театр «Лебединая», Большой театр «Спартак», и в середине вот была Байдерка с новосибирскими солистами. Видите, 3 разных точки, так сказать, 3 крупнейших балетных труппы. Так что это интересно сравнить, как здесь, как тут, как вот. кстати, если не ошибаюсь, в новосибирской труппе играет же уроженка Якутии, правильно? Да. Она приехала? Да, она приехала, она уже выступила, и она будет до конца фестиваля с нами и в гала-концерте, и завтра в «Спартаке». Что-то она, какие-то комментарии дала? Как ей возвращение на родину и сразу в таком Ну, статусе? она впервые выступала на нашей сцене. Нет, Она, вот Ольга-то, конечно, она якутка. Да что вы. у нее есть якутская кровь, она родом из Якутии, она училась у нас в балетной школе в нашей. Можно я скажу, как профессионал? Она замечательно станцевала. У нее изумительная фигура, у нее есть благородство, и она растворялась просто в хореографии. Трудная очень партия. Она очень точно сделала самый трудный момент в хореографии. Это вот вращение в арабеск. Обычно это запинаются вообще-то. Она идеально и вправо, и влево. Ни разу не запнулась. Это вот такая камень преткновения. То есть она очень хороша была. Она, с одной стороны, как бы вот строгий классицизм, и с другой стороны легкость какая-то, да? Вот Да, такая она абсолютно какая-то безусильно вдохновенная танцевала, да, легкость. да. Ну вот она и есть настоящий пример якутской школы балета. Почему Ну, я нет? думаю, что она еще подучилась где-нибудь в Москве, наверное. Она в В Новосибирске. Новосибирске, Новосибирске по-моему, она подучилась, да. Ольга Ивановна, а если говорить, вот, если описать якутский балет 3 прилагательными, как бы вы его описали? И почему? Якутскими, да? Изящество, музыкальность, сдержанность. А почему сдержанность? Балет же всегда про яркость. Нет, Нет? Сдержанность – это чувство меры, это вкус. Не надо рвать в клочья все.
Надо даже в темпераментных вещах должна внутренний должен быть огонь, а не внешне рвать кулисы, понимаете? Вот для меня якуты, они всегда отличаются пластичностью, такой, я называю это изящество, музыкальный. Вот. И вот эта сдержанность, она придает какое-то, ну, я бы сказала, благородство определенное. Слушайте, я не часто слышу в отношении балета почему-то благородство. Я Это слышу благородный изящество, жанр. хрупкость. Балет — это благородный жанр. Потому что тут Интересно. всегда принцы, принцессы, всегда добро и зло сталкиваются, то есть самые крупные категории жизненные, да. Вот. Это всегда красиво, и это поэзия. Потому что балет — это поэзия, движения и музыки. Это поэтическое искусство. Оно не должно быть благородно. Поэзия не может быть иной. Иной. Да. Слушайте, ну с вами время, как и на хорошем спектакле, летит незаметно. У нас осталось буквально 2 минуты. Владислав Валерьевич, в заключение давайте пригласим, я понимаю, что мы успеваем позвать наших зрителей еще на заключительные этапы этого фестиваля. Да, завтра у нас состоится «Спартак». У нас выступает солист Большого театра Игорь Пугачев. Пугачев и Ольга Гришенкова, Новосибирский театр, прима-балерина, которую мы уже видели в «Баядерке». Извините, и будет ваш крас, вот что интересно. Да, наш это крас. труднейшая партия танцевальная. Наш крас и наши фригия тоже. Да, так что Наш встретятся, фригия. видите, встретятся сразу артисты разных школ. Ну и гала-концерт «Сияющий камень» и 13 гостей, почти все наши гости, которые с нами были на протяжении фестиваля, они с нами остаются и подарят нам удивительный вечер. Ну, я в этом не сомневаюсь, будет не один еще удивительный вечер. Владислав Валерьевич, Ольга Ивановна, спасибо, что пришли. Я желаю вам интересных зрелищ в ближайшие дни, ну и, конечно же, самых больших успехов в сфере балета. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, это была программа «Якутия в деталях». На этом наш эфир подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.